Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Ипшара. Сегодня в программе. Сухумский порт впервые за более чем 30 лет принял скоростное судно «Комета». Наряду с самолетом, поездом и авто в Абхазию теперь можно добраться и водным транспортом. 9 проектов обсудили финалисты конкурса «Команда Абхазии» с президентом Бадрой Гунбой и первым заместителем администрации президента России Сергеем Кириенко. На фестивале национальной кухни в Сухуме сотни гостей выбирают онлайн лучшее застолье среди районов республики. Бадра Гунба встретился с Сергеем Кириенко, который прибыл в республику с рабочим визитом. Президент Абхазии и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации обсудили приоритетные направления сотрудничества и шаги по дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений. Уважаемый Сергей Владимирович, добро пожаловать в столицу Абхазии, Сухум. Рад вас видеть. Буквально недавно мы встречались в Крыму, на Тавриде. Пользуясь случаем, хотел бы, конечно же, поблагодарить за те возможности, которые вы создаете для нашей молодежи. Мне очень приятно и отрадно было наблюдать, как российская, абхазская молодежь совместно реализовывает свои идеи. Талантливая, перспективная молодежь имеет сегодня возможность взаимодействовать. А это, безусловно, очень важно. Благодарю за поддержку, реализацию тех проектов, которые наша молодежь предлагает. Сегодня мы откроем еще один транспортный узел. Это морское сообщение между городами-курортами Сочи и Сухумом. Я считаю, что это очень важное направление для выстраивания логистических возможностей, и уверен, что такого рода деятельность обязательно принесет много хорошего гражданам наших стран. Уважаемый Бадр Зурабович, спасибо большое за приглашение, за всегда гостеприимный прием. Рад снова быть в Абхазии. Тем более, что у нас накопилось большое количество и решений, по которым самое время подвести итог. У нас действительно и морское сообщение, и первые этапы реконструкции набережной. Вам большое спасибо за прием ребятишек из Курской, Белгородской областей. Для них пребывание в гостеприимной солнечной Абхазии, уверен, запомнится на всю жизнь. Тем российским регионам, которые уже давно сотрудничают с Абхазией, с городами, районами Абхазии, добавляется еще и великий город Санкт-Петербург, который действительно готов и здесь на месте оказывать поддержку образовательным учреждениям. И самое главное, готов принимать школьников, молодежь Абхазии у себя в Санкт-Петербурге. И как договаривались, мы с вами сможем подвести сейчас какие-то итоги промежуточные, как идет сотрудничество в сфере энергетики, потому что впереди, в общем, зимний сезон, это уже совсем не за горами, в дорожном строительстве, в сотрудничестве с другими российскими министерствами и ведомствами. Все российские министерства и ведомства готовы поделиться всем своим опытом, решать здесь органам власти Абхазии, но все, что российские министерства и ведомства знают и умеют, они весь этот опыт готовы предоставить, а вы сами выберете, что из этого для вас наиболее важно сейчас и наиболее приемлемо. Абхазия стала еще более доступна для туристов. 6 августа состоялся первый пробный рейс на маршруте Сочи-Сухум нового скоростного судна «Комета». Первых пассажиров на причале Сухумского порта встретили Бадра Гунба и Сергей Кириенко, а также наша съемочная группа с места событий Шазина Ханагуа. Сухумский морской порт наполнился волнением и радостью. На горизонте появляется долгожданная комета. Она стремительно приближается к пристани. Этого исторического события мы ждали целых 32 года. Путь из Сочи занимает 2,5 часа. Судно вновь открывает морские горизонты и объединяет берега. Как дошли? Дошли отлично, погода нас прямо благоволила. Сколько в пути было?
Ну, потратили 2 часа. 2 часа все? Да, но шли как немножко не торопясь. То есть 2 часа спокойно, Да, не торопясь, да, можно доходить. да. А какое количество людей? Ну, максимально берем 120. Да. А сегодня как? на первом рейсе? Сегодня 103 всего. Хорошо, Так. поздравляем вас. Благодарю вас. 30 с лишним лет Спасибо. не было рейса кометы сюда. Ну, быстро, комфортно, очень хорошо и просто вау. Прям рекомендую всем, минуя все серпантины, минуя все пробки на границах, вообще все минусы, которые мы можем встретить, собственно говоря, да, это прям рекомендую всем обязательно прокатиться. Это особое впечатление, которое оставляет прям, ну, неизгладимые такие. Всем рекомендую. Вы знаете, мы очень долго ждали именно этого вида транспорта. Это идеальное сочетание, когда можно среди дельфинов добраться быстро, без пробок, неутомительно. Ситуация в транспортной доступности Абхазии кардинально изменилась в последний год, и все это благодаря поддержке Российской Федерации. Запуск аэропорта, регулярные рейсы электропоезда «Диаскурия», а теперь и морское сообщение. У жителей и гостей республики появились новые удобные способы передвижения как внутри страны, так и за ее пределы. Это, безусловно, не только улучшит транспортную логистику, но и будет способствовать развитию туризма и экономики в целом. Спустя 32 года судно на подводных крыльях «Комета» возвратилось в Сухумский морской порт. Когда-то оно было символом скорости и комфорта, связывая берега Черного моря и даря пассажирам незабываемые впечатления от путешествий. «Комета», новый мощный корабль из семейства крылатых, с успехом бороздит теперь морские просторы. Теперь после долгого перерыва «Комета» вновь швартуется в Сухумском морском порту. Воспоминания о былых временах оживают в сердцах тех, кто помнит ее мощные подводные крылья и стремительный ход. Его скорость намного больше, чем у обычных морских судов. Судно обновленное и модернизированное, готово к новым рейсам. Длина более 35 метров, способна перевозить до 120 человек. Максимальная скорость 60 километров в час. «Комета» станет не только средством передвижения, но и символом возрождения морских традиций и связи между городами Абхазии и России. На палубе собралось множество людей, среди них местные жители и высокопоставленные гости. Президент республики Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В последнее время Абхазия активно налаживает транспортную инфраструктуру, помогает ей в этом стратегический союзник Россия. Результат – быстрые и доступные путешествия для граждан двух стран. Налаживание воздушного, морского и железнодорожного сообщения стало приоритетным направлением в 2025-м. Впервые за 30 с лишним лет заработала Сухумская воздушная гавань. Пассажиров теперь Сухумский аэропорт принимает регулярно из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска. 14 августа в Абхазии приземлится пассажирский лайнер из Санкт-Петербурга. Кроме того, 2 раза в день от Эмеретинского курорта в Сухум курсирует электропоезд «Диаскурия». А теперь в Абхазию можно добраться и по морю. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. На набережной Сухума через несколько минут начнется праздничный концерт абхазских и российских артистов. Специально установленную здесь сцену изготовила российская компания «Добрые технологии». Сегодня на набережной Сухума весь день работает наш корреспондент Шазина Ханагуа. Сейчас она выйдет с нами на прямую связь. Шазина, как проходит праздник? Какая атмосфера царит на набережной? Скоро увидимся. Получайте удовольствие от этого вечера. Спасибо, Нала, за предоставленное слово. Здесь, за моей спиной, в парке имени Когоня, на набережной Диаскуров состоялось торжественное открытие новой сцены. Этот проект реализован при поддержке первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Кстати, здесь он находится вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба.
Концертная программа оставляет яркие эмоции и добрые воспоминания. С концертными композициями выступят здесь группа «Добро», а также в центре внимания творчества Александры Пахмутовой. Этот вечер – настоящий праздник искусства. Он наполнил пространство ощущением единства и открыл еще одну страницу в культурной жизни Абхазии. Нала. Спасибо, Шазина. Это была наш корреспондент Шазина Ханаугу. Она сейчас на набережной Махаджиров, где в эти минуты начнется праздничный концерт. Продолжаем выпуск. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили набережную Сухума, где проинспектировали ход реализации договоренности по ее реконструкции. Также были обсуждены этапы обновления: установка динамической подсветки, создание муралов и развитие яхт-клуба «Амра». Особое внимание уделено эстетике, доступности и туристическому потенциалу пространства. 9 проектов были презентованы в рамках встречи финалистов конкурса «Команда Абхазии» с президентом Бадрой Гунба и первым заместителем администрации президента России Сергеем Кириенко. В реализации некоторых проектов уже приступили, другие же находятся на стадии обсуждения. Бадра Гунба и Сергей Кириенко высоко оценили инициативы команды Абхазии о проектах, способных изменить жизнь в республике, в материале Гунды Шоуа. На конкурс «Команда Абхазии», который прошел в этом году, было подано более 3000 заявок. Финалистами стали более 80 молодых управленцев. Президент Бадра Гунба приветствовал присутствующих и отметил, что многие из них уже начали реализовывать свои проекты. Сегодня действительно прекрасная возможность представить проекты, разработанные командой Абхазии. Я бы хотел отметить, что ряд проектов уже воплощается в жизнь. Это экологическая программа, которая дает, безусловно, особый стимул для решения тех экологических проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной. Дорогие друзья, я не раз говорил, еще раз повторяю, я верю в команду Абхазии, я верю в то, что люди, которые сегодня стремятся улучшить качество жизни граждан нашей страны, имеют огромный потенциал, за что я вам искренне благодарен. Конкурсанты презентуют проекты, созданные при прохождении образовательной программы «Мастерское управление Сенеж». Они направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер и призваны улучшить качество жизни граждан Абхазии. «Абхазский рубеж» – один из таких проектов, который будет запущен в ноябре и позволит привлечь туристов в страну и в межсезонье. У нас очень короткие туристические сезоны, экономика районов, и Очимчирский район в том числе не исключение, сильно от этого зависит, и поэтому мы решили дополнить эту историю дополнительными событиями и дополнительной инфраструктурой в рамках нашего проекта. То есть это проект, мы создаем проект, который должен воплотить в себе и спорт, и культуру, и туризм, и региональное развитие. Но в Абхазии огромное количество интересных мест и с точки зрения фантастической природы, и с точки зрения исторических памятников, с точки зрения религиозных памятников, с точки зрения вот таких туристических, спортивных маршрутов. Поэтому в этом смысле, мне кажется, ваш проект очень точно попадает. Он вот как раз не просто задает спортивное направление и патриотическое воспитание, он помогает с правильным настраиванием туристического потока. Очень хорошая история. В преддверии этой встречи говорили о возможностях республики по увеличению курортного сезона. Именно такого рода событийные мероприятия должны стать локомотивом привлечения сюда в межсезонье людей. Мы имеем прекрасный опыт событийных мероприятий. Кстати, вот только недавно закончился фестиваль Хиблы-Герзнова, на который приезжают люди практически со всех регионов России, чтобы посетить этот фестиваль. И абхазский рубеж, я уверен, что если подойти к нему очень серьезно и с учетом тех замечаний, которые были, предложений, так скажем, что абхазский рубеж может стать площадкой для привлечения активной молодежи, спортивной молодежи, которые сюда с удовольствием будут ехать и в том числе реализовывать свои спортивные возможности на территории Абхазии.
Многие проекты уже воплощены в жизнь. Например, проект «Доступная страна души», реализованный при поддержке российского общественного движения «Народный фронт». Речь идет о создании условий для людей с инвалидностью, пожилым и другим уязвимым группам, чтобы они могли свободно и безопасно передвигаться по туробъектам и природным зонам. Проект «Экологический патруль» предполагает определение локаций всех стихийных свалок в Абхазии и организацию субботников, рассказал его инициатор Вячеслав Попов. До конца года планируется убрать минимум 100 площадок, а за 5 лет все свалки. Мы предлагаем разработку и внедрение системы мониторинга за незаконными мусорными свалками, которая работает следующим образом. Любой человек, который обнаружит свалку, может сфотографировать ее и фото с координатами отправить в специально созданный телеграм-бот. После модерации эта свалка попадает на карту Абхазии в виде красной метки. Сайт с картой мусорных свалок Абхазии будет доступен абсолютно любому пользователю интернета, который может, используя информацию о каждой свалке, организовать ее уборку или использовать в организованном субботнике. Ликвидированная свалка на карте, метка этой свалки с красной превращается, меняет цвет на зеленый. Вот большая свалка начинается вот с этих бумажек, которые валяются, значит, на набережной, которые никто не считает своими и никто не принимает к этому меры. Если каждый, значит, предприниматель возьмет зону, не знаю, 10 метров от своего магазинчика и от своего кафе, от своего пляжа, значит, и будет считать, что это моя ответственность, то ситуация начнет сильно меняться. Такого рода программа должна быть сопряжена с деятельностью органов местного самоуправления, чтобы оперативно специальные коммунальные службы реагировали на эти вещи. Да, только совместно и во взаимодействии с органами местного самоуправления мы сможем достичь хороших результатов по решению этой проблемы. Автор проекта «Комфорт и безопасность» Тимур Ласури рассказал о 3 идеях. Первое. Бесплатный интернет на набережной, и его установку планируют начать осенью 2025 года. Вторая идея – установка при поддержке районных администраций спасательных вышек на пляжах к 2027 году. Третье – высадить весной 2026 года апельсиновые деревья на одной из столичных улиц и благоустроить территорию. Саманта Делва презентовала проект «Волонтерский центр», который должен стать площадкой для объединения неравнодушных граждан и реализации их инициатив. Для получения методологической поддержки центр будет сотрудничать с Добро РФ. Мы хотим представить вам инициативу, которую считаем жизненно необходимой для устойчивого гражданского общества в нашей стране. Это создание волонтерского центра Республики Абхазия. Сегодня мы говорим о самой уязвимой категории наших граждан, о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И одним из инструментов решения данной проблемы мы видим создание волонтерского центра Республики Абхазия. Будем рады вас видеть во всех наших волонтерских проектах. Я добавил бы, может быть, одну вещь. Вы сказали, что это нужно для того, чтобы помочь детям, старикам, незащищенным категориям людей. Вы правы абсолютно, Саманта. Но знаете, чем больше мы работаем с волонтерскими сообществами, чем больше и чаще я думаю, что кто кому больше помогает, это большой вопрос. Да? Потому что, знаете, вот у нас сейчас в России, поскольку идет специальная военная операция, действует проект Народного фронта «Все для победы». В нем приняло участие около 5 миллионов человек. Да, в рамках проекта «Все для победы» собрано гражданами Российской Федерации, физическими и юридическими лицами, более 45 миллиардов рублей, которые собраны и направлены на фронт. Это важная помощь, очень важная. Проект «Детские комнаты» в поликлиниках реализуют до конца 2025 года. Об этом рассказала координатор проекта Эсма Колбая. Она пояснила, что при поддержке Минздрава Абхазии такие комнаты появятся в Сухуме, Гагарском и Галском районах уже осенью этого года. Руслан Ласури рассказал о проекте «Социальное такси» для людей с ОВЗ со специальными машинами и обученными водителями. Служба будет работать при Минсоцобеспечении. Проект реализуется при поддержке общественного движения «Народный фронт», волонтеров и Нижегородской. Данное направление крайне важно для нашей республики, и мы уже несколько встреч провели с коллегами, не только по этому проекту, по другим проектам. Мы говорим о том, что нужны обучающие курсы для водителей,
для того, чтобы правильно оказывать первую медицинскую помощь и помощь в критических ситуациях, так как обслуживать маломобильных граждан, и это направление будет развиваться. Нам нужен здесь очень жесткий контроль. То есть вплоть до видеонаблюдения в машине и обязательно навигационная система автомобиля. Потому что это сервис бесплатный, и дабы не допускать каких-то инцидентов, тем более на начале проекта. Но это в первую очередь. Поэтому, ребята, еще раз, да, вот, когда будете перед тем, как запускать проект, нам эти вещи надо обязательно. Мы уже говорили о том, что в диспетчерской службе будут как раз-таки представители из данного, скажем, данной категории ребят, которые душой и сердцем болеют за дело. Конкурс «Гостеприимная Абхазия» запустят 7 августа. Его также инициировали финалисты команды Абхазии. Победителями станут 20 человек. Координатор проекта обратился к Бадре Гунбе и Сергею Кириенко с просьбой об оказании грантовой поддержки. Первый заместитель руководителя администрации президента России заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере 1 миллиона рублей. А если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке. Глава государства выразил благодарность участникам конкурса за их энтузиазм и стремление к развитию Абхазии. Он подчеркнул, что правительство республики будет и впредь поддерживать подобные инициативы, направленные на создание благоприятных условий для реализации потенциала молодых специалистов. Получили огромное удовольствие от презентации всех проектов. Эти проекты направлены на улучшение таких направлений, как и экологические вопросы, вопросы, связанные с медициной, образованием и рядом других ключевых направлений. Сегодня уникальная возможность использовать те возможности, те предложения, которые вы предлагаете, реализовывать эти проекты. Эти проекты уже, безусловно, являются приоритетными. Именно основываясь на этих проектах, мы будем выстраивать целую систему реализации программ, которые будут направлены на улучшение качества граждан нашей страны. Встреча завершилась обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества и выработкой конкретных шагов по реализации представленных проектов. Участники выразили уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь значительных успехов в развитии Абхазии и повышении уровня жизни ее граждан. Кундашова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Один из проектов, которые обсуждали с командой Абхазии, конкурс «Новые медиа Абхазии». Его цель – развить медиаполе в стране, повысить квалификацию тех, кто уже работает в медиа, и создать новые медиаресурсы в Абхазии. Как отметил инициатор проекта Артур Чакрян, посол по особым поручениям МИДа Абхазии, в стране нужны новые лица, которые через новые медиа будут формировать имидж республики с учетом усиливающегося информационного давления на Абхазию. Журналисты, блогеры, продюсеры, сотрудники пресс-служб, сценаристы и режиссеры смогут подать заявки на участие в конкурсе на специальной онлайн-площадке. 50 победителей пройдут тренинги у наставников и стажировки в российских медиаструктурах. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, подчеркнул, что это будут практические, неучебные задания, чтобы, цитата, «рассказать о лучших местах с точки зрения туристической привлекательности, обязательно рассказать про людей, в том числе и про волонтеров, мастеров гостеприимства, и про новые медиа, и про бизнес, и новых госслужащих». Конец цитаты. Бадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в стратегической сессии с руководством школ и педагогами. Участники обсуждали, как сделать школу не только местом для получения знаний, но и пространством для воспитания личности. Были затронуты темы патриотического образования, внеурочной деятельности. Кроме того, были рассмотрены вопросы налаживания партнерских отношений с российскими школами, внедрения совместных образовательных программ и поддержки педагогов, работающих с подростками, молодежью и семьями. Сегодня, конечно же, перед нами новые вызовы и угрозы. Мы должны реагировать на эти вызовы. Именно с этим было связано обращение к руководителю Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с возможностью помочь методикой, методологией системы воспитания патриотичной молодежи. К сожалению, для воспитания книги мало. Ну, моя точка зрения. Да, я считаю, что для воспитания книги мало, потому что неодушевленным носителям, таким как книга, хорошо передаются знания.
а убеждения передаются только от человека к человеку, а не только методом заражения. Да? Чтобы передать любовь, надо любить, чтобы передать мечту, надо мечтать. И в этом, в общем, святость профессии учителя. Да? Потому что на самом деле вы передаете все своим личным примером. Да? Поэтому по итогам встречи по адресу Рабыча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о выделении из бюджета России дополнительных денег, и доплаты учителям русского и абхазского языка, и доплаты на педагогов-наставников. Фестиваль национальной кухни, развернутый между парком имени Когойня и Домом Москвы, собрал большое количество гостей. В мероприятии приняли участие все районы республики и город Сухум. Каждый павильон хотел удивить посетителей чем-то особенным, ведь здесь также выбирали лучшее застолье. Проголосовать можно было онлайн через QR-код, размещенный у каждого стенда. Представленными блюдами и их подачей восхитилась Гугуца Вардания. Фестиваль национальной кухни собрал сотни жителей и гостей столицы. Здесь можно попробовать вкуснейшие блюда. Кроме того, здесь же на месте варится мясо, жарится буйвол, готовится айлач. Какой район вы представляете? Откуда вы и что у вас здесь сегодня за блюдо? Что за продукция у вас? Здравствуйте, мы представляем город Гал и ресторан «Парус», если вы такого слышали. Это все вот наши национальные блюда. Видите, да, поросенок замечательный. Хачапур наш фирменный от шефа, его многие знают, и обычный абхазский хачапур, домашняя курица барабуля, свой сыр молочный, очень вкусный, и овощи, то, что у нас выращивается в городе. Аджика тоже своего производства? Аджику мы делаем, мои повара делают, это нереально вкусная аджика, могу дать вам попробовать. Мы сами делаем, мы сами выращиваем, домашние курочки свои, и сами жарим, сами готовим. Поделитесь впечатлениями о таком фестивале национальной кухни. Доброго вечера всем, а самое главное вкусного. Благодарим организаторов, которые вот такое вот чудо сотворили для нас, для всех, а особенно поваров и тех, кто подготовил вот такие шикарные столы. Самый шикарный стол у города Сухум. Ура, товарищи, подтверждаем это. 3-4, ура! Ура! Кто еще поделит? Очень такой красивый, так, с такой душой сделанный. И ягоды, и представлена национальная кухня, и рыба, ну просто дары моря. Все восхитительно. Кто еще поделится? Нам тоже все очень нравится, все так аппетитно выглядит, у нас уже слюнки выделились, хотим очень все побыстрее попробовать. Очень хочется похвалить поваров, потому что это столько времени заняло все приготовить. Тут и рыба, и мясо, и мучное, и хачапур, и ягоды. Сколько это собирают, готовят. Ой, мы из города Кирова и очень удивились, что попали на такое мероприятие. Очень интересно посмотреть то, что мы еще не пробовали и вообще даже не видели. И нам рассказали про блюда именно национальные. И, интересно. То есть у нас таких блюд нет. А что больше всего запомнилось из национальной абхазской кухни? Из национальных блюд? Да, что пробовали? Мы еще ничего не пробовали, но мы уже узнали, из чего что состоит. Такого здесь еще никто не делает. Сейчас угости перепелку тогда можно попробовать. Конечно. Смотрите, она и копченая. Вот так вот. Ребята, скажите, что у вас здесь представлено, как вы готовились, с какого района вы? Мы с Сухума, мы представляем ресторан «Ашталаша», расположенный в Ачадаре. У нас национальная кухня, очень вкусные блюда. Будем рады, если каждый успеет попробовать все, что у нас есть. Будем очень признательны всем подходящим к нам людям. Каждый район постарался приготовить что-то особенное, ведь это битва за статус лучшего застолья. Кстати, голосовать за лучшее застолье можно прямо здесь. У каждого павильона есть ссылка с QR-кодом, по которой можно перейти и проголосовать за лучший стенд. Илана, расскажите, пожалуйста, здесь можно проголосовать за любой понравившийся павильон. Я так понимаю, расскажите, как голосование проходит и какова ваша функция, вы объясняете, да, как голосовать? Да, я координирую и местных жителей, и гостей, которые приехали к нам. Они просто сканируют QR-код, их перекидывают в группу в телеграм-канале. Они там выбирают район, который им больше понравился.
свинины вообще это по-другому жарится, баранина совсем по-другому. Свинины должно быть мясо хорошее. И ты должен понимать, что за мясо, да. А у вас тут еще рыбка жарится. Что это за рыба? Это форель. Форель. Там тоже какой-то секрет, да, в приготовлении? Ну, тоже надо, да, почистить, посолить, поперчить, лимончик туда, сюда, мариновать, потом пожарить. Вот так празднично и атмосферно проходит фестиваль национальной кухни с народными песнями и танцами. Ну а обладателей лучшего застолья мы узнаем уже 7 августа. К другим темам. 10 аппаратов для майнинга криптовалюты обнаружены в Цандрыбше в домовладении жителя села Нырсысян. Запрещенное к ввозу на территории республики оборудование для майнинга изъято. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. В Гагарском районе проблемы с водоснабжением. В администрации района обсудили конкретные меры для стабилизации ситуации. Подробности в материале нашего корреспондента Сарик Фарасхелия. Жители города Гагра уже несколько дней сталкиваются с серьезными проблемами с водоснабжением. Виной тому пересыхание родника Ольгинка, расположенного в селе Псахара. Наравне с рекой Репруа родник был ключевым источником для городской системы водоснабжения. Для решения этой проблемы мы подвели дополнительно к бассейну отдельную линию с насосной станции «Родник». Это как-то держит систему в работе. Мы ищем также альтернативные решения. Приводим в рабочее состояние резервуар между домами 63/1, 63 дом. По просьбе руководства района силами спасателей МЧС по Гагарскому району и работников спецавтохозяйства будет организован подвоз воды в наиболее нуждающиеся районы города. Также под контролем руководства района работники водоканала города Гагра ведут активные работы по замене устаревшей линии водопровода, расположенного на улице Абазга. На данном участке протяженностью 210 метров будет проложена новая труба диаметром 110 миллиметров. Эти работы направлены на улучшение водоснабжения в городе и минимизацию сбоев в его системе. 500 новых мусорных урн установят в Сухуме. На наиболее проходимых улицах уже размещено около 70 урн объемом по 60 литров, сообщили в пресс-службе столичной администрации. Также планомерно обновляется автопарк коммунальных служб, тестируются новые методы уборки. Дизайн урн разработали местные архитекторы. Они изготовлены в Абхазии. Открытие инклюзивной набережной – это не только создание физической инфраструктуры, но и символ признания прав каждого человека на полноценную жизнь и отдых. Абхазия сделала большой шаг в этом направлении, и люди с ограниченными возможностями здоровья уже ощутили изменения. О необходимости обустройства окружающей среды для людей с ОВЗ и важности их социальной интеграции в материале Айлиты Арутюнян. Лето, теплая погода и, конечно же, Черное море, в котором каждому жителю и гостю страны хочется непременно искупаться. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья это достаточно непростая задача, которую решила инклюзивная набережная. Ну, вот такой пляж, то, что обыденное для людей, просто вот обыденное, для нас это очень сложно. Мне, например, надо куда-то выезжать в удобное место, чтобы приехать, чтобы она могла зайти, выйти. И это настолько доступная среда вот сейчас, что я могу приехать, мне никто не нужен, я могу спокойно с ней прийти на море, также и собраться уехать. А так я всегда кого-то должна брать с собой, чтобы мы приехали, зашли, скупались, выйти. Это очень сложно. И я вот очень благодарна организаторам, кто вообще это все задумал. Ефлена приехала к нам из города Новосибирск. Она отметила, что такие условия для людей с ОВЗ есть не в каждой туристической стране. Конечно, мы были очень приятно удивлены такому событию, как нас встретили и доступной среде, потому что в сравнении с другими пляжами, на которых мы бывали, не в Абхазии, это важно и приходится просить о помощи, а здесь девочки могут спокойно помочь, не без помощи мужчин. Поэтому сами обходимся своими силами. Спасибо огромное. Инклюзивная набережная в первую очередь дает возможность людям с ограниченными возможностями насладиться всеми прелестями летней поры. А реализация таких проектов в целом – это одно из доказательств, что в республике заботятся и думают о каждом, вне зависимости от его физического состояния. Абхазия должна стать центром реабилитации. У нас большое количество наших
инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которым в первую очередь нужно оказывать помощь. И именно на примере наших героев, которые даровали нам свободное небо, мирное небо над головой, в первую очередь хочется ради них создавать доступные условия. И в первую очередь оказывать реабилитацию в рамках нашего государства ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, которые в том числе будут решаться проектом «Доступная страна души». Сама набережная оборудована с учетом всех современных стандартов, зонтами для отдыха и реабилитации, специальными дорожками, пандусами и не только. Мы можем даже сейчас увидеть, как позади меня готовят наших ребят, наших подопечных с ограниченными возможностями, которые проверят на себе возможности нашей коляски-амфибии. Это специальная коляска, которая была сюда к нам привезена благодаря поддержке Народного фронта. Совершенно бесплатно наши ребята будут пользоваться этой коляской-амфибией, которая совершенно безопасно была создана для того, чтобы люди купались в море. И самое главное, в море они чувствуют свободу. Они не чувствуют, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. И это прекрасно. Продолжать развитие таких инициатив, безусловно, важно и необходимо. Это будет не последний инклюзивный пляж, который появится в стране. Также в будущем планируется продолжать создавать комфортные условия для людей с ОВЗ. До конца 2026 года на территории нашей страны появится минимум 7 инклюзивных пляжей, которые будут совершенно бесплатны, со всей необходимой доступной средой. И также на территории нашей страны в течение этого года мы будем и далее в рамках проекта «Доступная страна души» совместно с нашим государством работать по созданию безбарьерной среды. Это пандусы, это специальные бетонные ограждения, которые будут полностью убраны. Это же не только про проблему маломобильных людей, это же и мама с коляской, человек, пенсионер с палочкой, который физически не может пройти какой-то вот прогулочный переулок. И в первую очередь инклюзия – это вопрос создания доступной среды для всех, чтобы все люди были включены в общий городской и республиканский, такой, знаете, ритм нашей жизни. Данный проект под названием «Доступная среда души» реализуется по инициативе Русланы Гергидава, финалистки конкурса команды Абхазии, при поддержке администрации Сухума и Российского народного фронта. А главное то, что старание и кропотливый труд людей, реализующих подобные начинания, не проходят даром и дарят искреннюю радость и неподдельные эмоции тем, кому это особенно необходимо. Айлита Арутюнян, Фатима Гергия, Храмичпа, Абхазское телевидение. В акватории Сухумского порта сегодня вечером торжественно запускают светомузыкальный фонтан. Идея фонтана появилась на собрании молодежи в арт-кластере Таврида. Его особенность – синхронизация с музыкальными треками для уникальных представлений. Наш корреспондент Гугуца Вардания весь день находится на набережной, и сейчас она выходит к нам на прямой эфир. Гугуца, расскажи, пожалуйста, какая атмосфера на набережной, и скажи, пожалуйста, запустился ли уже фонтан? Нет, фонтан еще не запустился, он запустится с минуты на минуту. Здесь собрались сотни горожан и жителей столицы. С минуты на минуту сюда прибудет президент Бадра Гумба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Атмосфера праздничная, все ждут открытия фонтана с нетерпением. Фонтан светомузыкальный, высота центральной струи 20 метров, брос воды 30 метров. Синхронизируется вместе с музыкой. Нала. Спасибо большое, Гугуца. Это была Гугуца Вардания с места открытия светомузыкального фонтана на набережной Махаджиров. А сейчас мы узнаем прогноз погоды на ближайшие дни. В четверг, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в конце дня местами дождь разной интенсивности, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким индексом ультрафиолета. Температура воздуха ночью 21-26, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 29 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.